это общепринятая такая точка зрения, что вот была Булгария Волжская, потом пришли монголы, значит, и Булгарии не стало, и началась какая-то другая культура. Полностью была уничтожена Булгария со всей ее культурой, и вот, значит, началась Золотоордынская эпоха. На мой взгляд, это абсолютно неверно. По двум позициям. Первое, то, что пришли, в отличие от XVI века, не чуждые народы, а пришли такие же тюрки. Причем веротерпимые. То есть, если эти тюрки и были не мусульманами, то они мусульман не притесняли. Наоборот, ведь Булгар отстроился как золотоордынский мусульманский город. Именно как центр мусульманства в Поволжье. Это первое. Второе. Сама Золотая Орда – это государство, которое создано на основе 4, по-моему, компонентов основных. Это прежде всего Булгария, культурный компонент. Потом, значит, Хорезм. Третье – это Крым. И четвертое – это Северный Кавказ. Это все зона расселения булгар, тех же самых. То есть, хотя и Волжская Булгария существовала отдельно, но дело в том, что эта Булгария существовала и в районе Хорезма булгары жили, и в районе Прикаспия булгары жили, и на Северном Кавказе, там Балкария до сих пор есть. Вот на территории Хазарии булгарские города были. Вот булгары-баранджары жили на Апшероне. Там до сих пор есть селение Беленджер, я там был. И эти баранджеры в VIII веке перекочевали сюда, и они там тоже остались. То есть это все булгарская зона, которая приняла какие-то, значит, разные формы. Так же, как сейчас татары живут повсюду, но они есть пермские татары, есть крымские, есть астраханские и так далее. Но это же тоже татары. Основа все равно одна. Вот то же самое и здесь. То, что Золотоордынское государство, грубо говоря, накрыло собой булгарскую зону, и оно, вот как через промокашку, проступила вся булгарская культура в Золотоордынское. Да, она сформировалась по-другому, да, но любая эпоха, она приносит новые веяния, но она не меняет культуру в корне. Сейчас вот гадают, мы, значит, не татары, мы булгары. Тут не о чем спорить вообще. Но название поменялось. Смысл-то в чем? Но при этом все-таки булгары – это другой народ, действительно. Потому что татары вобрали в себя, кроме булгар, еще целую кучу других народов. Тут такая началась мешанина, да, что по большому счету, значит, вот кровь булгарская тут составляет какой-то компонент, а еще много другого. Вот. Но культурная основа, она все-таки как бы была основой. И золотоордынская архитектура, она преемственна по отношению к булгарской. Поэтому, именно поэтому ставкой своего пребывания Бату выбрал именно Булгар. И 40 лет Булгар был столицей Золотой Орды. Именно в этот момент началось активное строительство там, и возникла вот эта самая грандиозная мечеть, которая там стоит. Одна из самых грандиозных мечетей вообще в Золотой Орде. И она послужила примером, так же, как сейчас мечеть Каушери в Казанском крыле служит примером для клонов во многих-многих местах, в том числе он в Казахстане даже выстроена, одна из версий этой мечети. Также и мечеть в Булгарах стала примером для строительства. В Крыму, там еще где-то, вот в самой, там в Нижнем Поволжье похожие вылезали мечети. Но кто-то, который-то с этими башнями, который-то без них. По самому принципу планировочному, плюс по деталям архитектурного оформления видно было, что копирует эту мечеть. Так что архитектура Золотой Орды – это просто следующий этап развития булгарской архитектуры, которая началась гораздо раньше. А вот как она началась, это очень интересно, потому что это примерно как вот с основанием Чистополя. Говорят, вот он основан 200 лет назад, да. А как же быть с кладбищем XIV века, который там посреди города находится? Кого там хоронили-то? Спрашивается. Причем на могильных камнях написано, там похоронен зодчий, архитектор. И как это так?
То есть все-таки там был город. Вот тогда, значит, надо вести оттуда начало Чистополя, а не с того момента, когда Екатерина там указ издала о наименовании этого места городом, этого поселения. Здесь то же самое. Архитектура татар зародилась гораздо раньше, именно профессиональная архитектура, потому что появились города. И такой город, как Беляр, не мог быть построен народными зодчими. Это гигантское, даже сейчас городище, да, которое занимает, по-моему, 60 гектаров с лишним, да? Оно превышало в то время современный Париж, Лондон, Дамаск. То есть это был огромный город был. Ну да, он был разрушен этими, значит, нашествием монгольским. Но тут не нужно путать как бы феодальную войну с войной народов. Русские тоже друг друга очень хорошо уничтожали, из этого ничего не следует. Что, значит, говорят, пришли монголы и разрушили. Они разрушили не потому, что они уничтожали булгар, а просто потому, что шло завоевание территории одним феодалом по отношению к другим феодалам. Вот и все. Ну, булгар сопротивлялся, то есть Беляр сопротивлялся, да вообще булгары сопротивлялись. Вот и все. И Хорезм тоже сопротивлялся. Ну, я всю жизнь изучал архитектурную традицию. Начал это с изучения татарской слободы в Казани. И когда начал серьезно рассматривать вот, физиономию, скажем так, татарской архитектуры, татарского дома, мечети XIX века, я понял, что без изучения предыдущих эпох мы ничего не поймем. Ну, например, открываем любую книгу, написано «Мечеть Марджани, мечеть Апанаева». Это, значит, русская барокко. Хорошо, допустим, это русская барокко. Давайте сравним. Берем, значит, потолки мечети Марджани и в интернете ищем, значит, русская барокко. Где там интерьеры? Ничего подобного нет. Крышу мечети Апанаева вот такой берем, русского барокко ищем, нет там таких крыш. Тогда почему это русская барокко? А потому что другого барокко-то и не знают. Кроме русского ничего не знает. Думаешь, раз в России живут, значит, все это русское должно быть. Раз барокко, значит, у русских, значит, и у татар. У русских взяли. Но ведь барокко-то существовал повсюду. Это стиль эпохи. Он не только у русских был. Он и в Чехии был, он и у немцев был, и во Франции тоже барокко был, и в Италии, и у османов тоже было. Вот давайте посмотрим османскую архитектуру. Татары же тюрки, и для них Османская империя что такое был? Халифат. Халиф там сидел. Стамбул для них был второй столицей мусульманского мира. Туда ездили учиться-то купеческие дети. Не в Петербург. Вот начинаешь сравнивать с османской, ты видишь то же самое. Вот и наша мечеть Апанаева, вот ее минареты там. Нур-Османия, мечеть в Стамбуле, минареты нашей мечети Апанаева там. Потолки вот эти лепные, пожалуйста, в Султанском дворце Топкапы или в Бахчисарайском дворце, который в этот момент еще не был захвачен русскими, когда строилась эта мечеть. Это было Крымское ханство еще в то время. То есть образцы-то в другом месте. Никакой это не русская барокко, а османская барокко. Вот какая получается загогулина, как выражался Ельцин. Начинаешь смотреть дальше. Дома вот эти вот, да, знаменитые, трехэтажные. В Атне, в Менгере, да, которые все говорят, что они татарские. Тот, кто не знает османскую архитектуру, говорит, это русский классицизм. Начинаешь сравнивать с османскими домами, вот они стоят. В городах Бурсе такие же дома. Это османская архитектура, которая татарами воспринята. Но, с другой стороны, татары же имели свою собственную линию развития архитектуры. Они не копировали, может быть, у османов. А может, это все шло параллельно, то есть это корреспондировалось друг с другом, но была своя собственная архитектурная традиция, которая развивалась в русле османской архитектуры, а не копировалась у них. Понимаете разницу-то?
То есть у нас шла архитектура сначала булгарская, потом золотоордынская, потом постзолотоордынская, потом более поздняя, в русле барокко, но в это время барокко был и у османов тоже, и у них что-то учились, значит, там архитектуры были покруче, чем здесь, вот, и так далее. Получается, линия татарской архитектуры непрерывная, прослеживается, но она, значит, более родственна вот там, чем здесь, чем в Петербурге, в Москве и так далее. Вот это один из интереснейших выводов, который позволил обоснованно утверждать, что у нас не пресеклась архитектура с завоеванием Казани русскими, а продолжала свое развитие. И продолжала свое своеобразное развитие, причем высокое развитие. Да, многое было запрещено, невозможно было построить большие мечети, какие-то такие вещи, да, но так бывает. Допустим, аул Кубачи на Кавказе, да, дают такие шедевры декоративно-прикладного искусства, вот этих вот тарефтики, да, которые нигде больше нет в мире. Хотя это всего лишь аул, да. То есть сам по себе небольшие возможности компенсируются высотой культуры, развитием культуры. Здесь то же самое. То есть, да, нас ограничили, у нас не было своего государства, но сохранился потенциал, сохранилась традиция. Высокие образцы, которые тогда еще были, сейчас их как бы меньше стало. Даже сейчас еще кое-где камни эти могильные есть, которые с прекрасными образцами орнамента. А тогда их больше было. Тогда еще здания стояли. При Петре I 72 сооружений стояло на Булгарском городище. А кроме Булгарского городища десятки были еще, если не сотни, других городищ. В прекрасном состоянии. Вот эти есть рисунки путешественников. Огромные, значит, целые города мертвых, как в Каире. Это же все образцы. Они даже русскими запечатлевались. На башне Сюмбюке есть элементы, которые скопированы из татарских зданий, которые сейчас уже исчезли. Вот. То есть татарская архитектура, она не исчезла. Она немножко съежилась, но, тем не менее, продолжала свое поступательное развитие с ориентиром как на свою собственную внутреннюю как бы, традицию, так и на стиль эпохи мусульманского мира, который, в свою очередь, принял стандарты западноевропейской культуры, которая стала напирать, которая стала как бы законодательной модой.